다들은 못되네. 딱 가장 그 최마 못되는 쉬어도 스레. 다들이랑 지단기 라마다 법연기 신이 되는다. 나 마기 지 두안에 손데 여기 상하가 발이야. Всё. 나가다 소유를 차리다. Так, итак, 나 продолжим с того 뒤에나 места, где мы остановились в прошлый раз. Как вы помните, мы с вами говорили о качествах духовного учителя или гуру. И эти характеристики излагаются не только в тантрических учениях, но также и в учениях Махаяны и в учениях Колесницы Основы. И в Колеснице Основы говорится, что те, кто обладает дисциплиной, знают ритуалы Винаи, обладают состраданием к больным, имеют чистое окружение, стремятся приносить пользу дharмой и также материальными вещами и дают своевременные советы. Такие существа известны как духовные учителя. И в Махаяне, в Махаяна Сутра Аламкаре говорится, что нам необходимо идти за тем учителем, который усмирен, спокоен, умиротворен, кто стремится к высшим качествам и богат знанием Писания, тем, кто осознал истинную природу вещей, красноречив, обладает любящим характером и отбросил все уныние. И характеристики истинного гуру в учениях тантры разбросаны в разных тантрах. Однако вся суть этих учений, об этих характеристиках, она изложена в этих 50 строфах о гуру. Именно поэтому этот трактат был таким влиятельным как в Индии, так и в Тибете. И в том, что касается самого термина «гуру», то гуру на санскрите означает того, кто наделен качествами. То есть гуру означает тяжелый, и тяжелый, то есть тяжелый из-за качеств, которыми он обладает. И поэтому нам следует понимать суть этого термина, когда мы приступаем к изложению того, кем является гуру в тайной мантре Ваджраяни. И к примеру, в комментарии на Ямари Рикшна Тантре, который был написан Кришнападой, говорится: чтение истинной дharмы, дарение, объяснение, обучение сущностным наставлениям, дарование посвящения и выполнение действий мандал. Мы утверждаем 6 типов мастеров. То есть здесь говорится в объяснении Ямари Кришна Тантре, что всего есть 6 типов мастеров. И в санскритском комментарии на 50 строф говорится: мастер — это тот, кто осуществляет такие активности, как дарование посвящения, является учителем, является мастером. То есть у нас есть два этих термина — лама и лобен, то есть гуру и мастер. И в различных контекстах эти
тексты, эти термины могут различаться. То есть не всегда они означают то же самое. Например, когда в Ямаре Кришна Тантре, в комментарии на Ямаре Кришна Тантру говорится, что есть 6 типов мастеров, употребляется термин лобин, а не лама, гуру. То есть не совсем ясно, сочетаются ли эти 6 категорий, сочетаются ли категории ламы и гуру, ламы и лапена, то есть гуру и мастеры. И в санскритском комментарии на 50 строф говорится, что тот, кто учит тому, как декламировать дхарму, дает объяснение и наставление, дарует посвящение и проводит ритуалы, называется мастером. И что это означает? Это очень близко тому, что говорится в объяснении Кришнапады. И в том, что касается разъяснения в колеснице Карма Камсанга, в этом трактате говорится, что тот, кто учит, как декламировать дхарму, это тот, кто учит обетам тайной мантры. Тот, кто осуществляет даяние, то есть тот, кто осуществляет практику даны, означает, что перед тем, как даруется посвящение, необходимо определить избранное божество каждого, кто получает это посвящение. Это означает давание в этом контексте. Объяснение, тот, кто осуществляет объяснение, относится к объяснению тантры. И дарование разъяснения устных инструкций означает разъяснение стадии пути, стадии зарождения и завершения. Затем дарование посвящения. Дарование посвящения означает то дарование всех стадий посвящения согласно разным ритуалам. И шестое — это осуществление активности мандал. Что такое активность мандал? Это активности освящения, это практика огненных пудж и так далее. Кроме того, нам следует понимать, что есть различие между тем, что кто-то является гуру и кто-то является коренным гуру. Кого мы можем назвать нашим коренным гуру? Есть различия между этими двумя, поскольку есть учителя, которые учат, разъясняют учат нас дхарме Махаяны, а также дхармы Ваджраяны. Такого учителя мы тоже можем назвать своим гуру. Однако это скорее общий гуру, не обязательно такой учитель является нашим коренным гуру. Нам необходимо понимать, какой гуру из всех тех учителей, которые даруют нам объяснение, учение, является нашим коренным гуру. Как в традиции Кагью наиболее распространенным объяснением того, кто является нашим коренным гуру, дается в голубых синих аналах, составленных Гойла Цавишанупелем. В этом трактате говорится: славная Дакпа Кагью
не является линией передачи слов, но линией передачи смысла. Смысл означает познание Махамудры, гуру, от которого вы получаете познание, осознание Махамудры, является вашим коренным гуру. То есть Гюй Лоцаво Шунупель говорит, что тот, кто дарует нам наставление по Махамудре, приводит к познанию сути Махамудры, этот гуру является нашим коренным гуру. Также 8-й Кармапа Микью Доржи говорит в своих 100 коротких наставлениях в том, что касается термина коренной гуру, выражений коренной гуру. Значение слова коренной для коренного гуру Махаяны означает в лучшем случае, что благодаря этому гуру вы можете пробудить 2 вида бодхичитты в своем естестве. То есть 2 типа бодхичитты — это относительная бодхичитта и абсолютная бодхичитта. В тайной мантре это означает, что благодаря этому гуру вы развиваете постижение неразделимости блаженства и пустоты. Тот, кто обладает качеством и добротой порождения такой добродетели, это тот, для кого, даже если появится 1000 Будд, и вы потеряете преданность к ним, совершенно невозможно, чтобы пылкая преданная вера в такого гуру была утеряна. В наименьшем случае коренным гуру должен считаться тем, кто может породить осознавание того, что время смерти неопределенно, подобно ядовитой стреле, поражающей жизненную силу. Так, то есть Кармапа Микью Доржи объясняет, что тот человек, который зарождает такие постижения в нашем естестве, будь то 2 типа бодхичитты на уровне Махаяны, будь то постижение неразделимости, нераздельности, блаженства и пустоты в тайной мантре, либо, по крайней мере, тот, кто зарождает осознавание непостоянности и неотвратимости смерти, это тот учитель, которого мы можем считать нашим коренным гуру. Почему? Поскольку этот гуру обладает такими удивительными качествами. То есть он важнее для нас, чем 1000 Будд. То есть даже если мы встретимся с 1000 Будд и не испытаем преданность к ним, мы не сможем утерять преданность к такому гуру, говорит Кармапа Микью Доржи. И мы видим, что он также говорит, что есть 3 уровня познания. То есть уровень познания колесницы основы, то есть осознавание непостоянства и неопределенности смерти, зарождение 2 типов бодхичитты и познание тантры. Все эти учителя должны считаться коренными гуру. То есть не только учителя тайной мантры мы можем считать своим коренным гуру. Он затем продолжает, что по сути, чтобы считать кого-то коренным гуру, этот учитель, этот гуру должен выступать условием для осознания в своем естестве того, что все обычные действия этой жизни подобны обманчивым врагам и демонам, и что нет иного пути, кроме как трудиться ради следующей жизни.
Если у нас возникает такое переживание, такое осознавание, что любые усилия, которые мы прилагаем для счастья в этой жизни, они совершенно бессмысленны. Это все обманчивые враги и демоны. И что нет другого пути, кроме как прилагать усилия ради следующей жизни. То есть, если у нас зарождается такое осознавание, говорит Кармаба Микью Доржи, то эти учителя и являются нашими коренными гуру. Даже если мы не получили от них ни единого слова дармы. Тем не менее, если они проявили такую доброту, такое благословение, такое влияние на нас, поскольку они изменили наше восприятие и отношение к самсаре, то эти учителя являются нашими коренными коренными гуру. И даже если мы не получили от них каких-то учений дармы, если мы просто увидели их, и увиденное зародило в нас такое переживание, они уже являются нашими коренными гуру. К примеру, Кармаба продолжает, что если такого рода воздействие происходит просто от услышания их имени, они могут считаться нашими коренными гуру. И то есть даже если мы никогда не получали учение от этого учителя, но мы просто услышали его услышали его имя, и это привело к зарождению такого переживания, то такой учитель является нашим коренным гуру. И также верно и обратно, что если гуру, который не оказал такого воздействия, мог даровать нам десятки тысяч учений дармы, мы могли получить от них сотни тысяч посвящений и наставлений. И мы можем считать их учеными, достопочтенными и благими. Но из-за них в нашем естестве не смогло возникнуть даже малейшего понимания дармы. Например, того, что у нас времени нет, что мы не можем откладывать практику, у нас нет времени. И также, если такие учителя не смогли предотвратить неблагих поступков, наши неблагие поступки, вызванные жадностью, ненавистью, завистью и тому подобным, то как такую связь с гуру можно считать связью с коренным гуру? Возможно, у вас есть небольшая взаимная привязанность, пыл, который основан на этой жизни, то есть пристрастие основано на этой жизни. Но это подобно связи между хозяином и слугой, который ограничивается рамками удовольствия этой жизни, говорит 8-й Кармапа Микью Доржи. Возвращаясь к нашему трактату, как я говорил вчера, в объяснении 50 строф о гуру в индийском санскритском комментарии, также в комментарии Чицуна Джакпа Гьялсена, Сарчена Лосалагьям Сой, Джамгена Контрула Лодротая, есть различия в классификации качеств, характеристик гуру. Все эти комментаторы разделяют эти характеристики на общие и особые, однако перечень общих и особых характеристик отличается. Поэтому, когда я вижу эти различия, мне кажется, что под тем, что называется общие характеристики, имеется в виду характеристики, которые общие для сутры и тантры. Однако в том, что касается особых характеристик, это особые характеристики для тайной мантры. И как бы там ни было, сегодня я продолжу и попробую разъяснить особые характеристики. И итак, в
общие характеристики мы рассмотрели. Сейчас вы видите строфу, в которой излагаются особые характеристики. То есть эти общие особые характеристики, они изложены в стихах 9 и 10, и в нумерации стихов в санскритской версии и тибетской версии есть различия. В санскритской версии это стих 9, тогда как в тибетской версии это 10 стих. В нем говорится: «Сведущий в 10 таковостях, искусный в ритуалах рисования мандал, способный объяснять мантру, искренний и с усмиренными чувствами». Это то есть таковы особые качества. На экране вы видите сравнение между санскритской, тибетской и китайской версиями этого стиха. И как я объяснял в прошлом году, что в том, что касается санскритских источников, у нас есть две версии санскритской версии коренного текста. Однако в том, что касается комментария, есть лишь отрывки, однако нет ни одной полной рукописи, объясняющего комментарию. Поэтому в том, что касается комментария, мы можем опираться на тибетский и китайский комментарии. Итак, в санскритском комментарии говорится: искусный, сведущий в 10 таковостях. Что это означает? То есть первое, что нам следует, это выяснить, что такое эти 10 таковостей. Десять таковостей означает 10 особых сфер практики. И есть есть несколько перечней того, чем является это 10 таковостей. И похоже, что среди них выделяется 10 внешних таковостей. Именно эти 10 внешних таковостей являются необходимой квалификацией для гуру. Что такое эти 10? Это мандалы, самадхи, мудра, мантра, танец, позиции для сидения, рецитация, огненные пуджи. Это совершение подношений и растворение. Таковы 10. И я попытаюсь сейчас кратко объяснить эти 10 внешних таковостей, согласно того, как они излагаются в двух низших тантрах, то есть крия-чарья тантрах.
К примеру, об этом говорится в Таттва-самграхе, что для того, чтобы кто-то мог считаться мастером, они должны обладать этими 10 таковостями. И эти 10 таковостей — это 10 внешних таковостей. И эти 10 в перечне Таттва-самграхи сочетается с перечнем, приведенным в санскритском комментарии на 50 строф. То есть, что это за эти 10 качеств? Давайте взглянем на них сейчас. И они также, эти 10 качеств, таковостей также излагается в Ваджрагарабха-тантре. И перечни этих внешних таковостей похожи. Первое, как я уже сказала, это мандалы. И, насколько я понимаю, это означает знание в осуществлении практики мандалы, которая является основой для ритуалов и посвящений. В санскритском комментарии говорится, что есть 3 типа мандал. Это мандалы тела, мандалы речи и мандалы ума. И далее говорится, что гуру должен быть искусен в ритуалах рисования мандал. И в этом контексте 10 таковостей, сущность мандалы означает знание в рисовании мандал. И это песчаные мандалы, то есть мандалы из песка, и рисованные мандалы, то есть мандалы на холсте. И следующая таковость — это таковость самадхи. В санскритском комментарии говорится, что есть 3 типа самадхи. Это самадхи изначального применения, высшая владыка мандалы, а также суть высшего владыки активности. И эти 3 самадхи являются основными составляющими практики садханы. И они встречаются как в йога, так и маха-йога-тантрах. И также как в отцовских, так и материнских маха-йога-тантрах, в том, что касается маха-йога-тантры. И здесь применение означает медитация с целью принести благо себе, тогда как 2 высших владыки — это практики для принесения блага другим. И это подобным образом объясняется как в высших, так и в низших тантрах. Однако различается специфика, то есть какие-то специфические аспекты в контексте разных классов тантры. К примеру, в йога-тантре объяснение того, как собрать накопление для себя с помощью применения, а также продвижение по пути, медитация, самовизуализация, а также практика пробужденных стадий — это изначальное применение. Тогда как проявление божества окружения — это высшая владыка мандалы.
Затем привлечение, приглашение божеств мудрости, запечатывание с помощью 4 мудр и такие активности выше владыка активности. В том, что касается традиции Гьяна-пады, практики Гухья Самаджа Тантры, говорится, что проявление мандалы, приглашение божеств мудрости, посвящение, подношение, восхваление — все это является высшим владыкой мандалы. Тогда как самадхи, которые ведут к усмирению и другим активностям, это высший владыка активности. То есть здесь много объяснений, классификации, однако вкратце все это означает, что гуру должен быть ваджра-мастером, который знает все стадии практики йоги божества, порождения божества. Итак, следующее, третье, это мудра. Мудра, согласно санскритскому комментарию, означает, что есть 2 типа мудры. Это мудры, которые мы осуществляем с помощью рук, либо показываем руками, а также мудра ментального тела. В крия-тантрах, таких как коренная тантра Манджушри, и чарья-тантрах, таких как тантра проявление, пробуждение вайрочины, йога-тантрах, таких как Татва-самграха и Сарававит-тантра, есть бесчисленные мантры, бесчисленные мудры, которые демонстрируются руками, с помощью рук. Кроме того, говорится, что нам необходимо запечатывать свое обычное тело, речь и ум, а также все действия тела, речи и ума и активности божества. И для этого мы используем внутреннюю мудру, медитируя на ваджра в сердце и так далее. И есть также 4 внешних проявлений. Например, 4 мудры, исполняемые с помощью рук, для каждого из этих случаев. И в высшей славной тантре говорится, тело без ума подобно стене, а ум без тела подобен пространству. Они не способны выполнять такие действия, как приход и уход. Но когда двое объединяются, они обладают силой для достижения целей. Подобным образом, внутренняя мудра является первичнее, но только когда она сочетается с мудрами рук, и практикующий помнит божество. Тогда эти мудры, имеют великую силу обретения плода. И в высшей тантре, ануттара-йога-тантре, также много аспектов практики включают мудры. Например, ваджра, чатупита и других тантрах мудры очень важны. И это то, что касается третьего. 4 — это мантра. Так 8 мантры — это мантра божества Едама. И всех активностей и божества Едама, и свои мантры. И гуру должен знать все эти различные мантры божества. 5 — это танец. В санскритском комментарии говорится, что есть много различных типов танцев.
например, сеть из пчел и так далее. Что такое этот сеть из пчел? Это различные практики ритуального танца. Пример, когда мы выпрямляем правую ногу, либо когда выпрямляем левую, когда мы осуществляем так называемые ваджерные шаги, шаги черепахи, а также шаги, которые называются сеть пчел, движение океана и так далее. Это вы могли видеть это в ламских танцах чам. В чаме много различных шагов, разных танцевальных па, которые исполняет танцующий. А также есть много различных мудр, которые перед этим исполняются. И традиция отличается. К примеру, в Бутане очень искусная практика, сохраняется передача искусственной практики ваджерных танцев. И эти танцы отличаются. Например, в бутанской традиции танцующий двигает не только ногами, но также двигает головой. А в тибетской традиции это преимущественно танец, исполняющий с помощью ног, а также иногда мудр рук. И так вот, пятое умение гуру — таковость танца. Шестое касается поз для сидения. И в санскритском комментарии говорится, что позу для сидения можно кратко изложить в 4 типах. Лотосовая поза, ваджерная поза, поза саттвы и гневная поза. То есть это перечень из 4 поз. Есть также много других поз, например, поза Майтреи, и поза на цыпочках и другие позы. И мастер должен знать все эти позы. К примеру, в чем отличие между ваджра позой и лотосовой позой? В ваджерной позе левая нога помещается на правое бедро, тогда как в лотосовой левая нога, наоборот, снизу, а не сверху. То есть разница между всеми этими позами. И мастер должен быть следующим всех них. Седьмое — это рецитация, умение рецитации, либо таковость рецитации. В текстуальном, в санскритском комментарии объясняется, что есть 4 типа рецитации. Это гневная рецитация, ваджерная рецитация, излучающая рецитация и рецитация прекращения. И есть различные мантры, которые читаются в различных активностях, с различных целях, и гуру должен знать всех их. Восьмое — это таковость огненных пудж. Говорится, в санскритском комментарии говорится, что есть 4 типа огненных пудж. Это умиротворяющее, преувеличивающее, привлекающее, разрушающее. Мне кажется, что это весьма легко понять. Нет причины объяснять это подробно. Девятое — это вовлечение в совершение подношения, то есть активное совершение подношения. В санскритском комментарии говорится, что
необходимо знание, умение того, как осуществлять внешние и внутренние тайные подношения. К например, в Ануттара-йога-тантре говорится, что внешнее подношение — это подношение чувственных удовольствий, таких как формы, звуки, запахи и так далее. Внутренние подношения — это подношение 5 видов мяса и 5 амрит, тогда как тайные подношения — это подношение недвойственного великого блаженства. И гуру должен знать все необходимые визуализации и практики, связанные с этими тремя типами подношений. И также Прашанти Митра в своем комментарии на тантру «Иллюзорная сеть» говорится, что эта активность подношения также связана с возведением защитного поля, приглашением божества и так далее. И это 9. 10 — это растворение. В санскритском комментарии говорится, что есть 2 типа растворения. Просьба к божеству мудрости удалиться, и также растворение мандалы самая. И это прежде всего разлагается в йога-тантрах. Однако в Ануттара-йога-тантрах в некоторых практиках мы не просим божеств мудрости удалиться, и вместо этого мы растворяемся в мандале. И есть также практики, в которых мы растворяем себя и мандалу напротив в нескольких стадиях визуализации. Как бы там ни было, какова бы ни была последовательность практики, гуру должен быть важным мастером, знающий, весь следующий в этих всех типах растворения. И таким образом таковыми являются эти 10 таковостей. Я надеюсь, что смог кратко разъяснить их. Затем следующее — это умение рисования мандал. То есть гуру должен быть сведущ в рисовании мандал. Согласно санскритскому комментарию, что касается искусства рисования мандал, есть много ритуалов мандал, это связанные с мандалами, это очищение земли, усмирение препятствующих сил, возведение защитного круга, приглашение божеств, рисование всех линий из цветного песка, также создание и заложение ваз в мандалу и так далее. То есть все эти активности связаны с этим умением активности мандал. Джей Цанкапа говорит, что умение в рисовании мандал означает прежде всего рисование диаграмм мандал, то есть мандал, как цветных мандал, песочных мандал и так далее. Однако в том, что касается возведения мандал, то это требует знания всех ритуалов, связанных с освящением земли, места для мандалы. То есть подготовка этой земли, очищение ее, благословение защитного поля и так далее.
И все эти активности включают в себя активности, подготовительные активности, и это подготовительные активности включают подготовку земли, затем подготовку божества, подготовку вас и подготовку учителей. И гуру должен знать все эти ритуалы, все эти активности. И, конечно, на практике у нас есть специальная должность чопонов, которые могут помогать гуру, учителю, но несмотря на эту помощь, гуру должны все это знать сами. 대한 제동갑의 신비기 너르비 신비 나로라야. И Дже Цунгкапа писал в трактате под названием «Великие стадии практики мантры». Мастер и его помощник должны вместе рисовать линии кармы. И в тантрах и ритуалах мандалы говорится, что когда эти линии кармы заполняются цветами, если мастер не может сам заполнять эти линии разделения на мандали цветами, тогда можно попросить помощь, например, у учеников. То есть, что касается линий, разделяющих мандалу, так называемые кармические линии, то гуру должен их делать сам, либо с помощью ученика. То есть мастер не может отсутствовать, когда размечаются линии на мандале. В том, что касается заполнения мандалы цветами, то это могут делать мастера, могут делать вместе с учениками. То есть мы не можем размечать мандалу, то есть намечать линии на мандале в отсутствии важного мастера. Это недолжный образ рисования мандал, говорится в этом трактате Дже Цунгкапа. Следующее качество — это то, что гуру должен быть способным разъяснять мантру. И в этом, что касается этого качества, есть разные объяснения, что именно имеется в виду способности объяснения мантры. Обычно имеется в виду способность разъяснять тайную мантру Ваджраяны в соответствии со способностями учеников, то есть высшими, средними и низшими способностями. И для этого гуру, учитель тантры, должен знать уровень ученика, то есть должен знать его уровень способности, поскольку невозможно учить ученика Ваджраяне, не зная его уровня способности. И при этом следует также обратить внимание, что есть несколько тибетских переводов 50 строф на тибетский, и в одном тибетском переводе говорится способность разъяснять мантру, а в другом говорится способность разъяснять мантру и тантру. То есть не совсем понятно, что имеется в виду
поскольку мантра может пониматься как тайна мантра Вajrayana, что равнозначно тантре. Либо же мантра означает именно практику мантр, тогда как кроме этого гуру необходимо знать, как разъяснять различные классы тантр. И, к примеру, Джетсон Капа говорит, что учитель должен быть мастером искусным в разъяснении мантры. И от этого слова «мастер» ачарья на санскрите, он содержится в санскритском тексте 50 строф, однако этот ачарья, Лопин, он не включен в тибетский перевод. Как бы там ни было, есть различия касательно этого стиха. Как же он разъясняется? Седьмой Кармапа Чудрагемсо говорит, что гуру должен быть искусным в разъяснении пути различных типов учеников, таких как восприимчивые ученики, невосприимчивые ученики, которые обладают 6 крайностями и так далее. И то есть эти разъяснения указывают на то, что учитель должен знать уровень ученика. Это наиболее важно. То есть в том, что касается тайной мантры, она может излагаться лишь в соответствии с уровнем ученика, способностями ученика, в зависимости от того, является ли ученик восприимчив к такому типу учения, либо нет. Нам необходимо знать об этом. Следующее качество – это то, что Раптушива на тибетском как бы полностью усмиренный. Но в другом переводе говорится Раптуданва, то есть искренний. Санскритский текст говорит прасанаха, что означает чистый, ясный, либо также искренний. Если вы видите этот стих на санскрите и тибетском, в санскритском тексте вы видите прасанаха во втором строфе, а тибетский в последней части стиха говорит Рапту Шива, либо Рапту Данва. Есть различия в переводе. Рапту Данва переводит прасанаха, то есть чистые, незапятнанные, либо искренние в некоторых контекстах означает, что это тот, кто является чистосердечным. Также тем, кто свободен от жадности, не запятнан такого типа омрачениями. В комментарии Джетсон Капа говорится, искренний – это тот, кто всегда воодушевлен учениями Махаяны. То есть это тот, кто обладает стабильным, искренней преданностью к Махаяне в целом и в особенности к тайной мантре. То есть гуру должен обладать этой непоколебимой верой к Махаяне, то есть сутры Махаяне и тантра Махаяне, то есть Вajrayana. И в том, что касается разъяснений седьмого Кармапа Чудрака Гемсо,
Он объяснял это, что это дангва, прасанаха, это искренность, либо чистота означает преданность к стадиям колесниц, таким как Ваджраяна, колесница Прагня, Парамитта и так далее. То есть здесь идет речь о вере либо преданности. И, как вы знаете, есть три типа веры. И один из типов веры – это искренняя вера. То есть это однонаправленная, чистосердечная вера к какому-то высшему объекту. И эта вера проявляется на физическом уровне, когда у нас появляются слезы на глазах, по коже бегут мурашки и так далее. То есть это такая не искусственная вера и преданность, а искренняя, чистосердечная вера и преданность. Это то, что мы имеем здесь в виду под этой чистотой, либо чистосердечностью. И, к примеру, когда мы слышим о том, что Будда обучал дхарме, либо мы слышим о том, как гуру дарует учение Ваджраяны, тогда у нас возникает особое переживание, глаза наполняются слезами и так далее. То есть это неподдельное чувство веры и преданности. И такое чувство у нас должно быть в целом к Махаяне, то есть Суттра Махаяне, и в особенности к тайной мантре. И последнее качество – это то, что у гуру должны быть усмиренные органы чувств, усмиренные чувства. Что это означает? Согласно санскритскому комментарию, эти органы чувств являются усмиренными, то есть они могут контролировать привязанность, когда они видят привлекательные формы с помощью глаз, контролировать привязанность к привлекательным звукам, когда их слышит ухо, контролировать привязанность к привлекательным вкусам, когда чувствуем их с помощью языка, также запахом и так далее. То есть мы не привязаны, а также мы не испытываем отвержения. То есть наш ум не попадает под влияние отвлечений. Именно это имеется в виду, что наши органы чувств смирены. Джая Цинкапа говорит, их чувства должны быть усмиренными, то есть они обладают памятованием и осознаванием для того, чтобы не отвлекаться на внешние отвлечения. То есть они должны... то есть это означает, что гуру должен иметь контроль над своим телом, речью и умом с помощью памятования, осознанности и также то есть контролировать свои органы чувств, также иметь усмирять эти органы чувств. То есть уметь использовать также эти способы, такие как способы памятования, осознавания и так далее. Как говорится в Гухья Самаджа Тантре, внешне гуру должен вести себя как Шравака, а внутренне он должен наслаждаться
соединением с чувственными удовольствиями. То есть внешне гуру проявляется как практикующий колесница основы, шравака, однако внутренне он является практикующим тантру. И это важная характеристика либо качество гуру. И все эти характеристики, которые я только что объяснила, они излагаются в этом трактате. И вы слышите об этом перечне, об этом объяснении, однако, что наиболее важно? Наиболее важно применять это знание на практике, то есть проверять учителей, а обладают ли они этими качествами. И если мы встречаем кого-то, кто обладает этими качествами, то это действительно необходимо понимать, что это великий учитель. И, то есть это не просто какое-то пожелание к тому, чем должны обладать гуру. Однако среди нас есть учителя, обладающими этими качествами, а в наше время и также мы знаем о мастерах прошлого всех школ Сакья, Кагью, Нима, Гелук, которые обладали этими качествами. То есть все эти качества, которые излагаются в 50 строфах о гуру, это они были стандартом качества для мастеров прошлого. Они прилагали все свои усилия для того, чтобы усмирить свое естество, обрести все это знание всех сфер, необходимых для квалифицированного знания. И они для этого вовлекались бесконечно долго в практику слушания, созерцания, а также медитации. И достигли этого плода усмирения своего естества и стали великими учеными и ситхами. И действительно, среди этих великих мастеров всех школ, они действительно обладали знанием всех этих 10 сфер знания, трипитаки, 4 классов тантры и так далее. И мы знаем об этом из их писаний, из трактатов, которые они сочинили. То есть эти учителя обладали всеми этими качествами, которые описаны в этом трактате 50 строф о гуру. И это тот высокий стандарт, какими качествами должен обладать гуру. При этом мы можем подумать, что в прошлом были такие золотые времена, когда учителя обладали этими качествами. Однако сейчас времена упадка, и в времена упадка сложно обладать этими качествами. Однако даже в эти времена упадка все еще есть гуру, обладающими всеми этими качествами. Я сам на своем опыте смог убедиться в этом и встретиться со многими такими мастерами, которые обладали всеми этими качествами, изложенными в 50 строфах о гуру. Поэтому так важно понимать, что эти учителя все еще есть, и они обладают этими качествами. Они похожи на драгоценности, и нам не следует путать эти драгоценности с тем, что драгоценным не является. То есть также нам необходимо знать, как распознать эти драгоценности, чтобы не пройти мимо них. Чтобы распознать их, нам нужно знать о всех этих качествах. Нам следует знать, как отличить оригинал от подделки. И если мы знаем, как отличить оригинал от подделки, нас сложно будет обмануть. Мы сможем распознать оригинал, мы сможем распознать истинную драгоценность, отличить ее
от того, что драгоценностью не является. И когда есть категория учителей, которые называют скрытые йогины, либо тайные йогины. И такие учителя, даже если не обладают этими качествами, они скрывают их. И поэтому мы можем не видеть этих качеств. Почему? Потому что они специально их прячут, специально их скрывают. И однако, если у нас есть заслуга, то мы сможем распознать эти качества. И лишь те ученики, которые обладают необходимой заслугой и качествами, смогут следовать за таким гуру. А те, кто не обладает такой заслугой, не смогут следовать за таким гуру. Однако все еще есть эти гуру в нашем мире, и мы можем встретиться с ними. И поэтому так важно знать о всех этих качествах. И на этом все на сегодня.